Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Алкоголизм близкого человека – это беда не только в отдельно взятой семье, но и в обществе в целом. Из этой череды женский алкоголизм является одной из самых острых проблем современной наркологической службы. И об этом надо говорить и напоминать повсеместно. В нашей студии Наталья Деревцова, врач-нарколог, заведующая диспансерно-поликлиническим отделением Якутского республиканского наркологического диспансера. Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Какие социальные проблемы вызывают в целом женский алкоголизм? Ну, по сути, женский алкоголизм ничем не отличается от мужского. Но вот тенденция к увеличению, она настораживает. Потому что еще несколько десятилетий назад соотношение между употребляющими женщинами и употребляющими мужчинами приходилось как 1 к 12. А сейчас стремится к 1 к 5. 1 к 5. Конечно, женский алкоголизм среди женщин, он приводит к повышению преступности, повышению... Повышение вообще ряда других проблем. Алкоголизм, да, в целом это, конечно, проблема общества, да, и разделения как женского и мужского нет. Как вы думаете, с чем связано вот это вот повышение соотношения, если раньше было 1 к 12, то сейчас практически 1 к 5? Почему? Вот есть ли какие-то, может быть, варианты? Разные причины. Вот сейчас наша жизнь такая насыщенная, загруженная, можно сказать. Очень много стрессов, ненормированный рабочий день, продолжительный рабочий день, большая нагрузка. Человек домой приходит, да, есть, конечно, есть, конечно, вещи, которые можно делать и получать от них удовольствие, так? Но употребление алкоголя — это, конечно, не то. Уж лучше заиметь какое-нибудь хобби, да, какое-нибудь чтобы хобби. прийти. Просто употребление алкоголя, оно эффект быстрый, доступный, надежный. Но который имеет плачевные последствия. Конечно, плачевные последствия. Опасен именно этим. Да. Но вот в последние годы среди молодежи набирает обороты так называемый пивной алкоголизм. Некоторые даже уверены в том, что пиво, это слабоалкогольный напиток, в этом ничего такого нету, но тем не менее это также несет в себе тяжкие последствия. Так ли это? И вообще в целом, не здесь ли кроется причина многих проблем, которые возникают потом впоследствии? Конечно, хоть алкоголь и слабоалкогольный напиток, к нему также развивается зависимость, пристрастие, как и к другим видам алкоголя, но к пиву зависимость развивается в 4 раза быстрее, чем к другим видам алкоголя. Это маленькая концентрация алкоголя в напитке. Значит, его можно выпить больше, чем крепкого алкоголя. И отсюда все идет. Но разрушающий эффект будет, конечно же, не меньше, чем от крепкого. А каковы первые звоночки надвигающейся беды, когда женщина сама или ее близкие должны уже обратить внимание и бить тревогу? Если женщина оправдывает употребление ежедневное, или чуть реже, вечером, для сна, для аппетита, чтобы поднять настроение. Если женщина начинает употреблять алкоголь в одиночестве, А бывают вот такие ситуации, например, когда женщина, да, оправдывает тем, что был тяжелый рабочий день, да, прийти расслабиться, чтобы быстрее заснуть, да, вот все эти факторы. И она сама не замечает, но ее близкие и родственники уже говорят, что это как бы ненормально. Могут ли они ей как-то помочь, или это помощь должна пойти только с помощью осознания самого человека? Они ей могут помочь обратиться именно к специалисту, потому что специалист может разобраться
есть здесь проблема, и как ее можно решить, эту проблему? К каким специалистам и куда можно обратиться? Можно обратиться к психиатрам-наркологам, в наркологический диспансер, в поликлиническое отделение. Там же у нас работают психологи, которые помогут человеку осознать проблему. Мгм. Есть ли какие-то анонимные кабинеты, может быть, горячие линии? Там же у нас и анонимный кабинет есть, на анонимной основе можно получить помощь. И горячая линия также у нас есть. А есть ли какая-то категория женщин, которые особенно находятся в зоне риска? Кому, с каким женщинам, с каким образом жизни нужно быть осторожнее? Женщинам, у которых в семье уже есть эта проблема, есть проблема. Родители, кто-то из родителей или оба родителя употребляли спиртные напитки, была зависимость, или бабушки, дедушки также. Вот А бывает же наследственная предрасположенность. Ага. совсем другая ситуация, когда, например, это семья, да, хорошо образованная, благополучная, но вот ребенок, да, так получилось, что начинает активно злоупотреблять. С чем это может быть связано? Это подражание и мода. Употребить какое-то, ну, алкоголь, пиво, все употребляют, чтобы не показаться белой вороной. А что может служить сильной мотивацией для отказа от алкоголя? Сильной мотивацией для каждой женщины мотивация своя, но понимание, что она нужна, вот и будет являться сильной мотивацией. Ответственность и понимание, что она нужна кому-то. А какие пациентки к вам в поликлинику чаще всего обращаются? Что это за женщины? В поликлиническое отделение чаще всего обращаются женщины, которых направляют органы. Это большинство, большая часть. Комиссия по делам несовершеннолетних, например. Или полиция на обследование отправляют. И А по дальнейшее лечение, наблюдение. А по собственной воле кто-нибудь, много ли пациентов обращается вот сами? Есть пациентки, которые обращаются в поликлиническое отделение самостоятельно, но все-таки надо заметить, что самостоятельно больше обращаются в стационарное отделение, когда заболевание уже развилось, на пике, так скажем, находится, и именно обращаются для снятия интоксикации и дальнейшего лечения. А как у вас в диспансере проходит лечение пациентов, которые к вам обратились? Что вы им прописываете, какие манипуляции совершаете? Конечно, по самочувствию, по состоянию пациента назначаем. Это и дезинтоксикационная терапия. Если, например, пациентка не хочет проходить лечение в стационарном отделении по ряду причин, хочет пройти лечение анонимно, в амбулаторных условиях, то есть подойти, получить лечение, и потом она уезжает домой. Затем назначается курсовое противоалкогольное лечение, прикрепляется психолог, работает, проводит психокоррекционную работу, и затем проводится реабилитационная работа. А что может считаться прямо окончательным выздоровлением от алкоголизма? Окончательным о выздоровлении можно говорить, когда женщина не употребляет спиртные напитки, но и при этом чувствует себя комфортно. Это должно какое-то определенное количество времени пройти, или, может быть, она через 3 дня говорит, я не употребляла и чувствую себя превосходно? Когда она не испытывает дискомфорта от того, что ей приходится отказаться от употребления. Давайте о хорошем поговорим. На вашей практике сколько человек отказались от этой пагубной привычки?
Можно ли привести какую-то статистику, да, там, что женщина обратилась? Ну, или в целом, это же частое явление, да, что люди выздоравливают? Конечно, да, вовремя обратившиеся, получившие помощь, правильную помощь, которые имеют поддержку семьи. А что можете посоветовать женщинам, которые, ну или вообще людям в целом, да, если мы не разделяем алкоголизм на женский и мужской, если они вдруг вот сейчас в нашем разговоре где-то увидели себя, что можете им посоветовать? Я бы посоветовала не стесняться обращаться к специалистам, потому что только специалист может помочь разобраться в этой проблеме. Ну, в основном люди-то стесняются обращаться. Ну, то есть главное осознать. Осознать и обратиться. А близкие люди могут, и это вообще в целом правильно, что близкие люди, вот, ну, например, человек не осознает, что у него проблемы, а его близкие говорят, что нет, это очевидно. Могут ли они за него обратиться? Они могут обратиться к психологу и получить совет, помощь, как общаться со своим родственником, чтобы убедить его, правильно убедить, обратиться к специалисту. Ну, то есть выход всегда есть, и главное не закрывать на это глаза. Правильно. Наталья Владимировна, спасибо вам большое, что вы пришли, ответили на наши вопросы. У нас была плодотворная беседа. Уверена, что принесла массу полезной информации для наших телезрителей. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Но я напомню, что вы смотрели актуальные интервью. Всего доброго.